Всем привет, господа и дамы, дорогие мои зрители. Прошу прощения, этот ролик у нас с вами получается начинается внезапно вот с такого момента. Блин, опять шлагбаум закрыли. Я тут вы в следующем ролике увижу, пытаюсь Кемерово объехать. Маленький спойлер. Покатушки по Кемерово у нас получаются. Опять шлагбаум закрыли, стоим, время 6 часов вечера. Значит, получается, удалил я нечаянно файлы, которые были в начале этого ролика. Суть в чем? Приехали мы в воскресенье в 6 часов вечера. Или даже в 4, наврал 6. В 4 мы приехали в город Челябинск в воскресенье. У нас должно было быть 4 выгрузки. Давайте продернем вперед. Он куда-то там собрался ехать. На заправочку, видать. Должно было быть 4 точки выгрузки в Челябинске. То есть заказчик такой: мы успеем, все с тобой нормально, часов до 5 вечера всех выгрузить. Но суть в том, что первая, да, выгрузка, но там и было загружено еще так себе. То есть первая выгрузка, у них первые ящики стояли в самом конце, они их достали, и оставалось им достать свои коробки. Но это минут на 20 времени. Второй клиент, там было вот эти 2 самых огромных ящика, которые вы видели в предыдущем ролике, ставили в Благовещенске, огромные. Но заказчик забыл предупредить клиента, кому мы везли, что надо кран вызвать. И буквально за 10 минут до моего приезда он позвонил и говорит: надо кран. По причине вот этого всего мы прождали кран 5 часов. То есть мы приехали в 10 часов утра, уехали в начале даже 3-го оттуда. Вернулись на вторую точку выгрузки, на первую, точнее сказать. У нас забрали с первой точки выгрузки все свои коробки, оставшиеся. Мы уехали на 3-ю точку выгрузки, там забрали еще 2 палета. И осталось у нас 3 палета, которые выгрузили только у нас, к сожалению, на следующий день, во вторник. Мы приехали к 8 часам утра, они с 8:30 работают. Мы приехали к 8 часам утра туда. Выгрузили нас только 9:30. Ну, выгрузили документы, подписали 9:30. То есть 3 палета забирали целый час. Ну, ничего страшного, забрали, мы везде успели. Уже в новом рейсе находимся. Вот стоим на переезде в Кемерово. Ждем, когда проедет. Кто он там? Не трамвай, а междугородний трамвай, когда проедет, так скажем, грузовой, то бишь поезд. Сейчас, ребят, вот здесь тоже внизу появится номер карточки. Я подробно в следующем ролике это рассказываю. И сейчас расскажу вам также. Запускаем благотворительный фонд, собираем денежку, кто сколько может. Я никого не принуждаю. Доверяешь? Да. Не доверяешь, просто смотришь. Не доверяй, лайки ставь. Просто смотри. Ничего страшного нету, ребят. Получится, получится. Дело доброе, надеюсь, что оно получится. То есть, к примеру, сейчас собираем к 1 июня денежку, да, там потихонечку. Кто 50 рублей, кто 100 рублей, кто 10 тысяч, кто 50 тысяч, кто 1 рубль, кто ничего. Это добровольное полностью. Кто хочет помогать, тот помогает. То есть это полностью все будут отчеты, все будут высылаться, не высылаться, будут ВКонтакте, в группе. Создам группу ВКонтакте, это все будет видно ВКонтакте в группе. Суть в чем? Собираем денежку к 1 июня, да, в детские дома. Копим ко Дню защитника детей, к 1 числу. Собрали там 60-70. Узнали, к примеру, детскому дому там что надо. Фломастеры, карандаши, фрукты, овощи, шоколадки. Это детям купили, отвезли, подарили от нас, от всех. Душевно. Потом собрали снова к 1 сентябрю сумму денежек. Подарили на 1 сентября. Рюкзаки купили, портфели купили. Со своей стороны хочу попробовать еще обратиться к руководству. Может, по закупочной цене получится покупать это все, да. Там
не по магазинской цене, а по закупочной цене, это все равно будет какая-то копеечка, какая-то выгода. То есть все вместе будем творить добро. Добро это наше общее будет. Не мое, не ваше. Точнее сказать, оно даже больше не мое, оно больше ваше будет добро. То есть да, я тоже там какую-то копеечку буду выносить. Все это будет делаться для того, чтобы детишкам было хорошо. Потому что мы взрослые можем себе, да, как бы обеспечить, руки, ноги на месте у нас. А детишки, к сожалению, не всегда могут обеспечить себя. Так что будем помогать детишкам. И надеюсь, у нас все с вами это получится. Это небольшая затея. Будет все хорошо и замечательно. Ну что, а я поехал дальше в круг. Простите, пожалуйста, что ролик получается вот такой вот скомканный, вот этот челябинский. Ну, удалил какую часть материала. К сожалению и печали. Первую часть материала удалил. Там, как мы выезжали со стоянки, интересно было. Там, блин, стоянка такая. Нашел стоянку. Стоянка чуть ли не танковая дорога. Мимо торгового центра ехали. Все снегом завалено. Она вот так вот качается с стороны в сторону. Кочки в Кемерово. Ну, бывает. Так что поехали мы объезжать Кемерово. А вы смотрите дальше ролик. И спасибо всем огромное за просмотр ролика, за комментарии, за лайки. Ну что, дамы и господа, закончился наш сегодняшний день. Чудесный и прекраснейший день. Никто не представлял даже того, как он может сегодня закончиться. А закончился он тем, что когда я открывал крышу, ну и что-то трос дернул, который держит крюки, потом покажу вам. Он оборвался, я с тросом полетел вниз, ногу ударил больно, но не плакал, но больно. А самая главная печаль, одну мы точку не успели сегодня выгрузить. 3 палета, просто 3 места выгрузить, это завтра займет, наверное, минут 20. А все почему? Да потому что мы кран на второй точке прождали 5 часов. Вот если бы не ждали кран бы 5 часов, блин, все бы быстро и оперативно бы выгрузилось у нас сегодня. Но печаль. Ох, нифига себе. Газельку чуть-чуть рахнула. Видели, да, как белая вильнула? Вот так вот. Сейчас едем в город Коркино, Челябинская область. Здесь рядышком. Там мы, ну, чтобы завтра не тратить время на мойки и на все остальное. Кстати, да, на мойку позвонить в Екатеринбург, сказать, что, блин, завтра у нас не вариант мыться. Потому что сегодня давайте пропустим его. Что сегодня мы должны были, мало того, что выгрузиться, еще и загрузиться в Екатеринбурге на новое путешествие до Якутска. Но печаль. Погрузку у нас перенесли завтра на обед. Надеюсь, нас поставят в обед, не заставят до 8 вечера сидеть на базе. Вот. В обед встанем, загрузимся, все готово будет. Ну что, потихонечку, аккуратно, блин, пустому, ну там 2 тонны болтается, 1 палет сзади и 2 посередине остались. Тяжко буксует местами. А дорога такая мыленькая. Блин, перебили нас. Обрадовали синий ящик, в котором у меня там ремни ездят. Вот он пустой был. Остался на выгрузке. Ёк-макарёк. Это через... Так, нам куда? Направо здесь. Что-то я с вами заболтался. Даже забыл посмотреть в навигатор. Куда нам? Здесь нам направо. Надо. Так, давайте не будем лезть. Сейчас минутку подождем. И спокойно поедем, поворачивая, чтобы по бровке снежной не лезть, по бустеру. Ёшкин кот. Что ж здесь так узко везде? Снег не дочистили до конца. Мэрия Челябинска, что у вас так? Снег-то не чистим.
Вроде растолкали, а целые полосы, по полполосы бывает занято снежиком. Что так плохо? Губернатор Челябинска, ну-ка разберись, чтобы все чистенько было. Реально как-то растолкали все по краям. Типа, ну и пойдет. Оп, тормозим. Ох, псель-мопсель. И вот как сейчас эту учебку обгонять? Она встала ни там, ни сям. Вот реально почти целая полоса. Вон занята. Нифига Opel чуть с учебкой не встретились. Сами все видели, да? Прекрасно. Ладно, что? 43 километра ехать. Ничего себе, не близкий путь. Мы сейчас в Коркино вот сюда приедем, выгрузимся. Ой, помоемся, а выгружаться где-то нам вот здесь рядышком надо. То есть выгружаться в тех краях же. Посмотрим завтра, как в Коркино там есть. И мойка есть как бы в дорожной сети. А стоянка есть, нету, интересно. Если что, там бы и переночевали. 7:30 с утра бы встали и стартанули бы сразу на выгрузку. И в Екатеринбург. Так. Оп, разогнались. Ну ладно, пока поедем. Вроде не так уж и медленно она едет. Я все вот эту учебку хочу обогнать. А куда? Тут слева нас не пускают. Здесь правее. Сейчас посмотрим. Ну, с крайнего левого. Правильно, десятка ты делаешь. Ай-яй-яй, так ездить. Так, главное, чтобы учебка у нас осталась аккуратно справа. На середину дороги не полезла. Все, ей скажем спасибо. Так, я посигналил, это я ее не хотел пугать. Я что обратил просто на себя внимание. Я же не протяженным сигналом, я короткими сигналами. Для того, чтобы обратить так, нам левее. Обратить на себя внимание. А не то я посмотрел, как она едет посередине дороги. Нам еще сегодня этого не хватало, с ней встретиться. С учебкой. Так, справа. Все хорошо. Оп, выпрыгнули, ну и в правый ряд. Блин, буксуем. Еще бы найти где-нибудь Газпром по халявной цене, вот как там была 61,70. И заправиться. Ну там, блин, все заправки легковые были. Ну что, наши приключения продолжаются. Нам надо ехать с вами 12 километров. Но мы поедем чуть-чуть по-другому. Мы сначала свернем направо, в сторону Коркина. Заедем на Газпром, заправимся, развернемся и поедем уже. Прибытие в 7:30 пишет, а у нас 8:30 рабочий день начинается на организации. Так что время позволяет. Тем более солярка там по 61,20. Достаточно дешево. Заедем, заправимся, сэкономим копеечку компании. Ну что, в путь, в дорожку. Машинку обошли, посмотрели, все хорошо, все замечательно. Так, чуть-чуть правее берем. Ух ты, и левее вот сейчас вот. Чтобы не задеть здесь скамеечку рядом стоящую. Время 7:20 где-то утра. Выскакиваем потихоньку. И в путь, дорожку, поехали. Вчера, блин, одни такие не стали нас выгружать. До сих пор в Челябинске находимся. То есть там осталось 3 поддона выгрузить. Поехал. Блин, ну вчера реально какой-то не мой день, что ли, был. Так скажем. Упал. Ударился. Нога болит теперь. Аж зубы сводит. Но это все ерунда. Поправимо. Поехал вот туда же, в Коркино. Нашел мойку. Написано 24 часа. Мойка работает.
Думаю, ну, чтобы в Екатеринбурге время не терять, заеду, вчера время позволяло, вечером заеду, помоюсь. Приезжаю туда в 7:20. Что вы думаете? Мне говорят, нет, мы работаем до 8. Все. И причем при мне прямо выезжает машина. Я говорю, ну вот, машина выехала, до 8 успеют меня помыть. Нет, нифига, мыть не будем. Я говорю, ну ладно, что делать-то теперь? Поехал сюда на стояночку, на объездную. То есть, если бы мы сейчас направо повернули, это объездная города Челябинска, направо бы повернули, мы прекрасно бы с вами доехали бы до дома. Но мы по этой дороге и будем с Коркиного уезжать домой. Сейчас, пока время позволяет, заскочим на Газпром. Вчера я туда же, я вчера заехал на этот Газпром. Когда поехал в Коркино, вижу, о, хорошо, прекрасно, недорогая солярочка, можно заправиться. Заезжаю на заправку, заправляется. А мне говорят, остаток 400 литров. Будете брать или нет? Я говорю, ну, что делать, давайте возьму. Заправил эти 400 литров и поскакал потихоньку. Съездил туды-сюды. Сейчас решил я снова съездить, заправиться. Нам также примерно еще литров 400 зальем. 350 где-то, я думаю, влезет. И все. Пока время есть, что покатаемся. Не спится сегодня вообще что-то. Ну вот спи, да спи, Илюха. Вот у меня, по идее, будильники были на 7 утра запущены. Я думал, в 7 проснусь. До 8 пока там посижу, позавтракаю. Шиш. На руль. Проснулся я в 5:20. Еще часа полтора просто пролежал. Потому что время раннее. Ой. Так, направо. Нам. И мы вон где-то там светится Газпром. Не то, что не выспался, нет, я наоборот выспался. Ну еще и нога не давала толком спать. Вчера хорошо, трос начал, а как упал? Трос начал открывать крышу, чтобы и замки, чтобы открылась крыша, потянул на себя. С левого замка трос обрывается. Я на этом тросе как обезьяна повис. Как помните, в детстве на тарзанке все прыгали. Лечу обратно спиной вперед. Спиной вперед лечу. Стоит поддон с железом. Блин, там на двух заправках, на двух колонках заправляется. Что, постоим? Подождем, когда он заправится. Или на соседнюю встанем. Не хочу я на соседнюю вставать. С двух пистолетов лучше. Ну и все, лечу как обезьянка. Вперед спиной. А внизу стоит палет с этим, с железом. Как я икрою, не икрой, а кто это вот, нижняя вот эта мышца. Ай, больно даже забивать. Икра-то это выше у нас, да? Ну или икра это, по-моему, икра. Короче, как я бахнулся. Че, ты все, поехал? А, нет. Тебе много еще? Не слышит. Ну ладно. Встанем справа. Не будем ждать. Думал, может ему чуть-чуть еще заправляться. Подождали бы. А вдруг он будет полчаса заливаться. Ладно, встанем сюда справа. Я вот на этой колонке вчера на 7-й заправлялся. Вот. И как шандарахнулся. Блин. От боли аж зубы свело. Че, еще чуть-чуть? Да, хватит. Закрываемся. И пойдем. Что, дамы и господа, на этом будем заканчивать наш ролик. Спасибо большое всем, кто смотрел. Конец путешествия, мы уже в городе. Осталось нам тут километров 5-7. А если быть точным, 10 километров. От Волгарю за мной никак не... Ух ты, Ого, как там скользко было. Аж это что складывать начало. Притормозил вроде слегка. Вот, Волгарю за нами-то не поворачивалось. Ну ладненько.
Все, до новых встреч. Всем добра, удачи. А мы аккуратно, скользко, сами только видели, заметили, поняли. Поедем на базу.